В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. В Якутске дан старт проекту «Бастионы памяти». В 5 регионах страны установят памятники героям-якутянам. Профилактика гепатита С стала доступнее. Подробности о новой программе диспансеризации далее. Избавление от варикоза, болезни желчного пузыря и других заболеваний. Мобильная хирургия в Алданском районе. Безопасность и законность. В Якутске начались рейды полиции, направленные на выявление нарушений миграционного законодательства. Будущее горной промышленности в надежных руках. Молодые специалисты соревновались в мастерстве на чемпионате профессионалов Нерюнгри. Глава Якутии Айсен Николаев провел встречу со специалистами Якутского республиканского психологического центра, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции. В ходе встречи психологи, регулярно выезжающие в ростовский госпиталь для работы с бойцами, доложили о результатах своей деятельности. В настоящее время в госпитале работает уже 25-я по счету бригада психологов из Якутии. Встреча прошла очень хорошо. Наверное, по моему состоянию видно, я очень вдохновлена. Мы очень... Вот сейчас с коллегами разговаривали, мы были очень рады, что, оказывается, Айсен Сергеевич в курсе всех наших нюансов нашей работы. Да, мы очень рады. Это, конечно, очень большая работа и нашего заместителя председателя правительства Ольги Валерьевны Балапкиной, да, которая постоянно оказывает нам внимание. Сами видите, в каком мы сейчас помещении, какой ремонт прошел. Да, у нас действительно сейчас хорошие условия. Поэтому мы просто обязаны работать. Проект «Бастионы памяти» запустили в Якутске. Напомним, в рамках инициативы в 5 регионах страны – это Калужская, Смоленская, Псковская, Новгородская и Волгоградская области – будут установлены мемориалы с именами якутских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Известно, что сегодня подобные монументы установлены в 8 субъектах России. Кроме того, в рамках торжественного пуска «Бастионов памяти» глава Якутии Айсен Николаев передал сертификат в Музей Победы для включения 2263 имен якутских солдат в проект «Лица Победы». Также, я думаю, немаловажно провести серию мероприятий. Я знаю, что есть очень интересная реконструкция, военная реконструкция о боях, которые держали якутские подразделения. Я думаю, что вместе с открытием памятников нужно еще запланировать серию мероприятий, популяризировать это, привлечь к этому большое количество молодежи. Особенно той молодежи, которая проживает в тех местах, где и воевали выходцы из республики. На базе республиканской больницы номер 1 в Якутске открыли Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков. Здесь будут оказывать лечебно-диагностическую, реабилитационную и психологическую помощь. Прием в центре ведут детский гинеколог и детский уролог-андролог. Открытие центра состоялось в рамках мероприятий, определенных в национальном проекте «Семья» и указе главы Якутии о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в республике. Анализ на гепатит С вошел в программу диспансеризации населения в Якутии. Это значит, что теперь наличие вируса будут определять не только по назначению врача, а в рамках планового обследования населения. Ожидается, что таким образом количество пациентов с гепатитом С сократится. Тему продолжит Саргалан Неустроева. Больше 20 лет пациент с гепатитом С прожил со своей болезнью. На выздоровление мужчина не надеялся, но и руки не опустил. Когда ему предложили новый метод лечения, он согласился. Выбор этот ему дался нелегко, было страшно, признается пациент. Был такой страх, что говорят побочные эффекты, на какие-то органы влияет, на другие. Одно лечит, как обычно говорят, другое калечит. В общем, я попал чудом в эту группу, и я не жалею об этом. Уже чувствовалось, что что-то не так в организме, уже что-то разрушается. Все. И потом, когда я уже после 2 месяцев сдал эластометрию и все анализы, у меня все по нолям.
О своем заболевании он узнал случайно, когда сдавал анализы для устройства на работу. Этим вирус и опасен. До последней стадии гепатит С не дает о себе знать. За это его когда-то прозвали ласковым убийцей. Сегодня это звание вирус носит незаслуженно. И тем не менее, именно ранняя выявляемость дает самый высокий процент шанса на полное выздоровление. Мы имеем возможность буквально за 2-3 месяца полностью, практически с 98% эффективностью излечить человека от гепатита С. И чем раньше начинается это лечение, тем выше шанс того, что человек будет полностью излечен. Устарело на сегодня и понятие «группа риска». Сегодня стать носителем вируса может каждый. Заражаются им через кровь. Любой неудачный поход к стоматологу или косметологу может иметь куда более неприятные последствия, чем впустую потраченные деньги. Факторы заражения для вирусных гепатитов, которые передаются кровоконтактным путем, это передача из крови в кровь. Поэтому это операции, это переливание крови, это стоматологическая помощь, это татуировки и пирсинги кустарным методом проведенные, и также это может быть половой путь. Отмечу, что включение анализа на инфекцию в диспансеризацию населения стало возможно благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается около 71 миллиона носителей вируса гепатита С. В Якутии на учете состоят свыше 6,5 тысяч. Светлана Неустроева, Нургун Старостин, Якутск. В ближайшие дни порядка 90 жителей Алданского района обретут способность самостоятельно ходить и полноценно дышать. Забудут о заболеваниях желчного пузыря и избавятся от варикоза. Сейчас в районе работает мобильная хирургическая бригада Республиканской больницы номер 2 города Якутска. Со специалистами и с пациентами пообщались наши корреспонденты. В одном из блоков операционного хирургического отделения идет травматологическая операция. Вмешательство осуществляют алданские врачи совместно с коллегами из города Якутска. В настоящее время в Алданском районе работает мобильная хирургическая бригада Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Операция проходит каждый день. Начинается с 8:30 и до 8 вечера. По 5-6 операций только один специалист выполняет. Но, естественно, наша бригада тоже им помогает. В соседнем блоке операционной проводится септопластика. Наряду с эндопротезированием и операциями на лор-органы мобильные хирурги осуществляют проктологические и сосудистые вмешательства. Пациентам с желчнокаменной болезнью помощь оказывается лапароскопическим методом. Состав бригады был сформирован в соответствии с потребностями Алданской ЦРБ. Предварительно мы согласовываем с администрацией больниц, сколько пациентов, какие профили. Далее, когда приезжаем, у нас и случаи бывают и возрастают в несколько раз, потому что пациенты подходят новые. Предварительно республиканские специалисты планируют осуществить 90 операций разного профиля. Напомним, проект «Мобильный хирургический центр» стартовал в январе 2024 в рамках реализации послания главы республики Айсена Николаева. Согласно проекту, высокотехнологичная медицинская помощь гражданам оказывается на месте. В Алданском районе мобильные хирурги работают уже в 3-й раз. Великолепно все. Дело в том, что сейчас по районам, особенно если мы выезжаем куда-то не первый раз, то в этом отношении уже все на автомате. Очень хорошее взаимодействие в Алданской районной больнице, взаимодействие поликлиники, стационара. Очень хорошо, приветливо нас встретили, идут навстречу по поводу обследования пациентов, какого-то размещения и так далее. Жительница Ленинского Марина Холодкова сейчас находится на лечении в отделении хирургии. Пару дней назад Марине Ивановне была сделана операция по протезированию тазобедренного сустава. И к концу недели пациентка уже будет дома. Это очень хорошо, что стали они делать на месте, на местах наши якутские. И пусть бы все это развивалось и подольше, чтобы был большой обхват алданского населения, чтобы не ехать в такую даль. Подготовленные к операциям пациенты госпитализируются в отделении хирургии, травматологии и неврологии. В Алдане мобильный хирургический центр будет работать в течение 2 недель. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Сегодня в Ленске на заседании районного совета депутатов бурно обсуждалась инициатива Народного фронта о строительстве шестиэтажных домов в микрорайоне Мухтуя. Жители города выступили против застройки частного сектора, считая Мухтую историческим наследием, которое необходимо сохранить. Их позицию поддержал глава района и депутат районного совета. По его словам, много лет возглавлявшего ресурсоснабжающую организацию, мощности центральной котельной не рассчитаны на обслуживание такого количества дополнительных объектов. Вопрос о застройке остается открытым. Сейчас у нас микрорайон в начале города застраивается, там есть большой детский сад, там планирует республика построить школу на 900 мест, там есть котельная номер 2 малая, которой проще провести сети, там меньше расстояния и меньше затрат. А если у инвестора есть деньги, которые он готов потратить, там более 2 миллиардов, то народ справедливо, депутаты справедливо замечают, что давайте мы их вложим в соцобъекты, в тот же бассейн, который у нас долго уже ждут ленчане. Городские власти все-таки настаивают на застройке Мухтуи, но на сессии было выдвинуто решение сесть за стол переговоров главам района и города депутатам, также инвесторам, и постараться обсудить этот вопрос, чтобы принятое решение устроило всех. Пока же жители готовы даже провести референдум, чтобы сохранить культурное наследие нашего города. Боремся с незаконной миграцией. С 10 февраля МВД по Республике Саха-Якутия проводит профилактическое мероприятие под условным наименованием «Трудовой мигрант», чтобы проверить законность нахождения иностранных граждан в России. Инспекторы полиции регулярно совершают рейды. Тему продолжит Эржен Гармаева. Ежедневные проверки идут уже вторую неделю. В одном Якутске инспекторы навестили 489 иностранных граждан прямо на их рабочих местах. Полиция проверяет столовые, кафе, гостиницы, торговые павильоны. В период оперативного профилактического мероприятия всего выявлено 57 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. Из них установлены 10 незаконно находящихся иностранных граждан. Один из таких рейдов прошел на строящемся объекте в столице республики. Как выяснила полиция, рабочими здесь трудятся 7 граждан Таджикистана и 1 гражданин Узбекистана. Чтобы удостовериться в легальности пребывания, инспекторы проверили целый пакет документов. Проверен объект по Вилюйскому тракту, строящийся. В ходе проверки проверены иностранные граждане на законность их пребывания на территории Российской Федерации, по результатам которой нарушений не выявлено. Сотрудники полиции удостоверили, что законно в республике трудится и Хуршет Азимов. Хуршет – гражданин Таджикистана, но уже не первый год работает в сфере строительства Якутии. Я основной мой посадки. Вот на такой холодный мы уже привыкли на город Якутске. Нормально здесь уже, мне этот город понравится. Уже давно я здесь уже живу. Хотя рейды в рамках мероприятия «Трудовой мигрант» заканчиваются уже завтра, такие проверки проводятся полицией регулярно. Эржена Гармаева, Владимир Павлов, Якутск. Приоритетный проект «Местные кадры в промышленность», запущенный в 2017 году, является помощником трудоспособному населению в поиске работы и трудоустройству местных жителей на предприятиях промышленности. В 2024 году лидером проекта стала «Алроса», обеспечив работой 6600 якутян. Тему продолжит Вероника Таюрская. Ежегодным лидером по трудоустройству местного населения является «Алроса». Лучший работодатель в республике только в 2024 году обеспечил работой 6600 якутян. А за 7 лет реализации проекта на предприятиях алмазодобывающей компании нашли работу более 22 тысяч местных жителей, в том числе порядка 6 тысяч человек из сельской местности и более 12 тысяч молодых специалистов. Свыше 8 тысяч устроились на работу в группу «Алроса» вахтовым методом и на сезонные работы. Ежегодно у нас лидирующая компания, которая действительно трудоустраивает очень много местного населения и делает приоритет на наших жителей. Это компания «Алроса». Что входило в проект? Это организация стажировок, это организация обучения сотрудников. То есть это создание условий для того, чтобы наши местные жители могли закрепляться в компании, могли комфортно работать там и получать достойную заработную плату. Наибольшее количество новых работников пришло на горно-обогатительный комбинат «Алроса».
Местные кадры работают водителями автотранспорта и спецтехники на перевозке алмазноносной руды, машинистами бульдозеров, экскаваторов и буровых установок, слесарями по ремонту и обслуживанию оборудования, горнорабочими и не только. При этом каждый работник «Алроса» может построить достойную карьеру. На данный момент в должности заместителя главного инженера я курирую участок номер 22. Это участок собственного производства. Мы занимаемся обеспечением металлопродукцией, бетонной продукцией, сборным железобетоном и строительными материалами, инертные материалы. Это песок, щебень. Обеспечиваем стройиндустрию компании «Алроса», ну и в принципе объектов города Мирный. Айталина Данилова родом из села Эльгай Сунтарского улуса. После окончания университета пришла в «Алроса» и ни разу не пожалела. Самое главное, по словам Айталины, возможность обучаться и развиваться, а работать в команде – лучший способ любить работу. Мы знаем только «Алросу» компания, потому что мы здесь выросли. Тут работает очень большая команда. Я люблю сама работать в команде, я очень коммуникабельная. Да, мне нравится работать в «Алроса». «Алроса» занимается не только организацией стажировок и обучением новых сотрудников, но и стремится создавать условия, чтобы местные жители могли закрепиться в компании, комфортно работать и получать достойную заработную плату. Участие «Алроса» в программе «Местные кадры в промышленность» помогло не только трудоустроить десятки тысяч якутян, но и повысить уровень занятости среди сельских жителей и молодежи. Это весомый вклад в устойчивое социальное развитие республики. Вероника Таирская, Иван Семенов, Якутск. В Мирнинском районе стартовал региональный чемпионат «Профессионал-2025». Сколько участников собрал в этом году чемпионат и какие компетенции вошли, смотрите в дайджесте новостей. 7 районов и 64 участников собрал региональный чемпионат «Профессионалы-2025». В течение недели юниоры и студенты будут соревноваться по 7 компетенциям на базе 3 филиалов Мирнинского регионального технического колледжа. 3 площадки, на которых пройдет региональный этап. Это в городе Удачном, в поселке Светлый и в городе Мирный. В Удачном это горно-техническая направленность, в поселке Светлый это добыча углеводородного сырья, и в городе Мирный компетенции, связанные с робототехникой и автоматикой. На протяжении всего чемпионата за участниками будут наблюдать более 30 опытных экспертов и 64 наставника. На самом деле чемпионатное движение «Профессионалы», оно взяло, можно сказать, да, все свои традиции с международного чемпионатного движения WorldSkills, который уже много лет у нас был в России, да, и мы, соответственно, все, что лучшее, все, что наработанные какие-то особенности, навыки, критерии, особенности организации, ту же этику профессиональную, все это лучшее, да, вот этот чемпионат «Профессионал», он смог в себя впитать. Учетом российских, да, потребностей, то, что требуется России, какие компетенции, какие тенденции, какие профессии сейчас развивается, вот этот чемпионат «Профессионал», он старается увеличить эти компетенции и приумножить. Первыми на чемпионате приступили юниоры по компетенциям: лабораторно-химический анализ, робототехника и промышленная автоматика. Следом будут соревноваться и студенты. Нас выбрали на конкурс буквально за, можно сказать, 1,5 месяца для начала, и у нас было очень мало времени на подготовку. Приходилось выкраивать время в своем привычном графике сразу после занятий, либо ждать в колледже дополнительных, либо после дня приходить сюда, приходить в колледж, учиться. Многие участники впервые соревнуются в подобном чемпионате. Однако есть и те, кто знает всю кухню профессионалов не понаслышке. Я участвовал в прошлом году в «Профессионалах», я участвовал в Санкт-Петербурге по промышленной робототехнике. Я везде занимал призовые места. У нас цель была доказать, что мы можем противопоставить что-то другим людям, что мы не просто так пришли здесь участвовать, пришли занимать какие-то места.
Организация чемпионата участники довольны, но у ребят есть свои пожелания на проведение будущих соревнований. Было бы славно, если вот всех участников сгруппировать, да, и сделать какой-нибудь форум. То есть участники после чемпионата еще остаются на 2 дня. Там они знакомятся, значит, потом делаем форумы и составляем проекты, дебаты. Ну, для знакомства, для укрепления дружбы и для укрепления знакомства, получается. На следующей неделе чемпионат пройдет по компетенциям эксплуатация сервисных роботов, добыча нефти и газа, подготовка и транспортировка нефти и электрослесарь подземный. Итоги подведут 28 февраля, где определят лучших профессионалов, которые представят Якутию на всероссийском чемпионате. Анна Васильева, Мирный. В Южно-Якутском технологическом колледже города Нерюнгри завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы Республики Саха-Якутия». Мероприятие направлено на повышение престижа рабочих профессий и выявление лучших специалистов в горнодобывающей отрасли. Как прошел чемпионат, расскажут наши коллеги. Чемпионат «Профессионалы» собрал экспертов-наставников, представителей ведущих предприятий региона и студентов колледжей из Алданского, Мирнинского, Тампонского и Нерюнгринского районов. Соревнования прошли по компетенциям обогащения полезных ископаемых, горнорабочий подземный и ремонтник горного оборудования. Безусловно, все участники показывали свое профессиональное мастерство. Задания, безусловно, изменились и координационно изменились. Площадки поменялись. Если в прошлый раз у нас площадки были на компании «Колмар» и на компании «Якутуголь», то в этот раз у нас площадка обогащения полезных ископаемых традиционно прошла в Якутугле, а вот 2 других уже компетенции полностью проходили на нашей базе при поддержке наших предприятий компании «Эльга Уголь» и компании «Колмар». В каждой из номинаций 15 экспертами были определены обладатели 3, 2 и 1 места, а лучшим участникам чемпионата были вручены путевку на трудоустройство и оплачиваемую стажировку в угледобывающей компании Нерюнгринского района. Было достаточно интересно. Получается, знали мы обо всех процессах только на теории. После практики в декабре, в зимней практике, получается, более-менее ознакомились со всем. И сейчас уже опробовали все, так сказать, на своих силах. Когда я закончил учиться, я планировал работать в компании «Эльга Уголь», потому что мне более нравятся вахтовые методы работы. Чемпионат «Профессионалы» с каждым годом становится все масштабнее и интереснее. Появляются новые направления, открывая молодым талантам все больше возможностей для самореализации. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Москве наградили победителей и лауреатов 12-го всероссийского конкурса «Финансовый старт», в рамках которого молодые специалисты соревновались за звание «Лучший в профессии». В числе триумфаторов якутянки Варвара Александрова и Олеся Рудницкая, проектная группа Минфина Якутии. Конкурс направлен на повышение престижа профессии, финансиста и поддержку молодых специалистов. В этом году принимались работы, сформированные с учетом принципов проектного управления, а каждая заявка сопровождалась видеопрезентацией. Жюри оценивало работы по 15-бальной системе. Якутянки представили проект по автоматизации процесса формирования документов и были признаны лучшими в стране. Мы, несомненно, переживаем, потому что это наш первый личный опыт участия в конкурсах такого уровня. Да? И мы очень рады, что наша работа была настолько оценена. Мы считаем, что в современном мире провести эффективный контроль невозможно без автоматизации. Сейчас все мы вводим вручную, то есть от нормативно-правовой базы, соглашения, то есть основания, да, получения субсидий или какой-то господдержки, и дальше уже расходование. И вот наша программа, она поможет автоматизировать именно нормативно-правовые акты. Да, наша республика не первый год побеждает в этом конкурсе, участвуем мы практически ежегодно. До этого мы побеждали. И этот конкурс в первую очередь дает молодым право на самореализацию, на разработку новых интересных проектов. Ну и когда они приезжают на такие мероприятия, они общаются между собой, делятся опытом, и для них это очень интересно.
Правление Международного комитета «Дети Азии» утвердило Гаврила Ципандина на пост генерального директора на новый 4-летний срок. Это решение было принято по представлению президента комитета Владимира Максимова. Гаврил Ципандин занимает эту должность с 2020 года и имеет 14-летний опыт работы в проекте «Дети Азии», начиная с 2011 года в роли начальника отдела спортивной работы. Кроме того, Шерзод Асатулаев избран на должность вице-президента комитета. Шерзод родом из Узбекистана, работает в Международном комитете «Дети Азии» с 2012 года. Также Висам Тракмани стал новым генеральным секретарем Международного комитета «Дети Азии». Он родом из Ливана и имеет значительный опыт в спортивном менеджменте. На Дальнем Востоке появится первый молодежный симфонический оркестр. Глава Якутии Айсан Николаев и ректор Высшей школы музыки Якутии Надежда Зайкова обсудили это на встрече 20 февраля. Оркестр будет состоять из 60 победителей международного конкурса музыкального исполнительства «Симфония добра», который пройдет в Якутске с 23 по 30 июня. Молодые музыканты выступят на гала-концерте фестиваля. В состав оркестра войдут музыканты, играющие на струнных, деревянных, духовых и ударных инструментах. Айсан Николаев отметил, что создание оркестра внесет вклад в культурное сотрудничество регионов Дальнего Востока. Мы следим за развитием событий. Обзор новостей мы продолжим на телеканале «Якутия-24». Оставайтесь с нами.